Сегодня в Хангаласском Улусе день траура. Трагедия, случившаяся накануне в селе Булганихтат Хангаласского района, потрясла всю страну. Массовое убийство в небольшой деревне. Погибли 6 человек, в том числе ребенок. Убийца тоже в этом списке. Жители села до сих пор не могут поверить в случившееся. Что не рассказывают о жертвах расправы и какие еще есть версии причин происшествия. В материале Сарглан Захаровой. Тихую, размеренную жизнь маленькой деревни с населением всего в 1500 человек прервал грохот выстрелов. Днем 24 мая на улице Лесная 65-летний житель Булганихтата ворвался в дом своих соседей. Выстрел, пуля насмерть пронзает молодую женщину. Следом за ней убийца стреляет в 10-летнего ребенка, который только пришел с торжественной линейки в школе. В это время старшей дочери убитой чудом получается остаться незамеченной. Она спряталась под кроватью. На шум выстрелов прибегает сосед. Убийца его тоже не пощадил. Погибший Алексей Артамонов в этот день только прилетел с лечения в Санкт-Петербурге. С 16 лет он пошел работать в совхоз. И там до последнего, пока совхоз не распался, он там работал. Когда вышел на пенсию, он пришел сюда вот ко мне на пекарню. Он работал водителем. В последнее время он болел. 2 операции ему сделали. Как бы победил болезнь, но не смог. Все-таки. Сволочь его убила. После расправы в одном доме мужчина последовал в другой. Следующими его жертвами стали отец с сыном Павловым. Мать в это время находилась в Якутске и тем самым избежала печальной участи, но потеряла самых близких ей людей. Сейчас с ней и с другими родственниками погибших работают психологи. Все жители села получили сильнейший шок. Наша дочка была в 11 классе, и они остались после последнего звонка на классный час. И их там задержали учителя до задержания, до приезда полиции. И там они примерно до 4 сидели. Были напуганы, а маленьким детям мы ничего не рассказали, только старшие знали уже. Люди напуганы, называют дом нехорошим. Человек, который построил дом еще в 80-е, вскоре после окончания работ пропал. Нашли мертвым. Через несколько лет в дом заехала многодетная семья. Весной на реке по пути в Титары лодка перевернулась. Женщина с 3 детьми погибли. Остался в живых только отец семейства. Больше 10 лет дом пустовал. Приезжали много алгосчитов. Все в один голос говорили, что в этом доме живут злые духи. Один сказал, что место для строительства выбрали плохое. Другой назвал его аномальной зоной, через которую отправлялись в мир иной все умершие люди. Новый житель дома оказался тоже непростым. За 10 лет, что он прожил в деревне, в глаза его видели немногие. Рассказывают, что был нелюдим. Относился к соседям с агрессией. Никого на свою территорию не впускал. Вел затворнический образ жизни. Однако такого исхода не ожидал никто. Был ли убийца вменяемым? Имел ли разрешение на ружье? И что его сподвигло на такой шаг? Вопросов больше, чем ответов. Следственный комитет по республике в день трагедии возбудил уголовное дело по признакам преступления убийства 2 и более лиц, в том числе малолетнего. Сарглан Захарова, Павел Пахомов, Хангаласский район.